мегаполисе погасли фонари, город замер в ожидании зари. Но даже если она не проснется, ты мое небо, ты мое солнце. Далеко, где пустынные пески, из воды высыхают от тоски, ждут дождя, если он не прольется. Ты мое море, ты мои грозы. У певцов и поэтов всегда хорошо обстоят дела с выражением чувств. Тревога или радость, любовь или ненависть, песня, которую крутят по радио, или блокнот, который никто не увидит. Выражение скрытых эмоций не считается для этих мужчин чем-то особенным и удивительным, а порой это даже помогает зарабатывать на жизнь. Другое дело – обычные люди. Те, для кого вербальная составляющая не является необходимой и достаточной. Каждый в своей колее, где нет места эмоциям, слабостям, стихам и песням. В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина новый спектакль Резиды Гариповой «В третьей комнате живет собака», поставленный по пьесе Рустема Мингалима. Еще одна история о мужчине и женщине. Еще одна зарисовка из жизни. Обычная, на первый взгляд, семья, которая вроде бы безумно любит друг друга. Или зрителю может показаться, что они безумно ненавидят друг друга. Вот. Такая история, мне кажется, могла приключиться в любом городе, в любой семье. Кеше соңрак айтылды. Хаман ачуланасыңмы? Иртәнге ашыны, кичәге ашыны иртәнгегә калдырма. Ярамы? Яхшы. Син нигә бүген шундый яргы була? Үзгәрдең син. Усалландың. Картая башладың. Үз яшең белән картаю бәхет ул. Шундый сүз бар. Гулия и Райман живут вместе уже много лет. После потери дочери они решили завести домашнего питомца – собаку. Именно собака живет в третьей комнате большой благоустроенной квартиры. Хозяева его балуют и зовут любимым сыночком. Живет семья Гулии и Раймана, можно сказать, безбедно. И, кажется, единственная их проблема на данный момент – сама жизнь. Многоликая и непредсказуемая, непростая и не похожая на детскую игру, без рецептов победы и правил игры. Нельзя уйти от проблем, выдумав себе новые проблемы. Вот. Нужно попытаться решить какие-то... Семья на то и существует, для того, чтобы каким-то образом уметь договариваться и каким-то образом уметь решать даже самые, казалось бы, нерешаемые проблемы. Фирдус хаклы булган ике бала, хатыны, син килде дип шулук минутталарны кая куйсын, а? Шулук минутта, ул минем бүтән гомер елларым тыгызланып кысылган һәм шартларга әзер торган минут иде. О, Райма, Гөлия, син акыллы кеше. Синдә ул акыл. Уютная кухня и просторный балкон. Собака, мирно сопящая, когда дома нет хозяев, и радостно лающая с их возвращением. Мужчина и женщина, одинокие в своем горе и забывшие, как это – протянуть руки друг к другу и склонить голову на надежное плечо. И над всем этим невесомая конструкция, похожая то ли на большие мансардные окна, то ли на лопасти ветряной мельницы, то ли на гигантские крылья самодельной птицы. Это крылья любви. Они защитят всех, кто решит под ними укрыться. 22 февраля лирическая комедия «В третьей комнате живет собака» по пьесе Рустема Мингалима в постановке Резиды Гариповой вновь на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.